Эпидситуация в стране, к сожалению, усложняется. За минувшие сутки в Кыргызстане выявили рекордное за все время пандемии число новых инфицированных – 87 человек. И опять большинство из них в Бишкеке. В столице 48 случаев, в городе Ош – 18, в Чуйской области – 11, в Волжской области – 5, в Джалалабадской – 3 и в Иссык-Кульской области за сутки у двоих был выявлен коронавирус. Накануне, отметим, в стране было выявлено 78 случаев. И если из них 35 вчера были с неизвестным источником заражения, то сегодня таких инфицированных также немало. 23 человека, как сказал замглавы Минздрава Нурболот Усенбаев, не знают, где, как и от кого они могли заразиться. Они лишь отвечают, что пользовались общественным транспортом, посещали рынки и заходили в магазины. То есть вирус практически сейчас гуляет по городу. В общественном транспорте не соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила. Люди ходят без масок, люди не используют антисептики. И нет дистанцирования, потому что набивается и в маршрутке, набивается и в троллейбусы, автобусы, поэтому будьте предельно осторожны в этом плане, потому что в случае заражения здесь есть факторы риска, здесь люди уже напрямую указывают, поэтому мой призыв еще раз соблюдать те санитарные временные требования, которые необходимы в условиях развития эпидситуации по коронавирусной инфекции. Регистрируются также групповые случаи заболевания в организациях, на предприятиях, в общественных местах, на различных тоях и поминках. Самое обидное, как говорят медики, в том, что люди игнорируют их требования. Это чревато тем, что все предыдущие старания по сдерживанию и распространению инфекции могут стать бесполезными. Если все так и будет продолжаться, по словам Усенбаева, как бы всем нам этого не хотелось, в стране, особенно в столице, вновь придется ужесточать ограничения. В группе риска сейчас пожилые граждане, и не только они, но и молодые, которые страдают различными хроническими заболеваниями. Люди со слабым иммунитетом. Чтобы сберечь себя и своих родных, медики призывают всех отнестись к этому очень серьезно. Очень много людей не хотят принимать наши условия. Ощущение, что это не коснется, но это касается всех, общества в целом. Поэтому от каждого из нас требуется на сегодня соблюдение этих общественных и личных принципов гигиены. Поэтому еще раз мой призыв: давайте вместе бороться с этой инфекцией. Особенно часто можно на улице сейчас и заметить наших пожилых людей, особенно преклонного возраста тоже. Это самый такой индикаторный показатель при коронавирусной инфекции. В случае заражения лиц пожилого возраста обостряются все старые болезни, все хронические болезни, и возникает очень большая опасность для здоровья. Поэтому надо принять нам всем, наверное, принять меры по их защите. Надо им помочь в обеспечении лекарствами, продуктами питания и в манере попросить их соблюдать правила самоизоляции и изоляции. В Бишкеке сегодня временно приостановили работу Аламединского рынка на его территории, а также на прилегающих к нему улицах. Независимо от форм собственности закрыты все торговые точки. Там сегодня проводятся дезинфекционные работы. Ранее с 10 по 13 июня был закрыт Ортосайский рынок. Там, как отмечают в муниципалитете, дезинфекционным раствором обработали более 11 тысяч квадратных метров территории. Мэрия напоминает, что в столице эпидситуация остается очень напряженной и убедительно просит граждан соблюдать санитарные нормы, максимально ограничить посещение общественных мест, в том числе рынков, и если все же пришлось пойти туда, носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать дистанцию. Отметим, в Бишкеке подтверждены 726 случаев заражения. Жительница Сузакского района, которая подвергалась жестоким пыткам и издевательствам со стороны мужа, написала встречное заявление и уже не хочет, чтобы его привлекли к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалалабадской области. В милиции, тем не менее, говорят, что несмотря на то, что жертва насилия простила своего мужа, следствие будет продолжено. Напомним, на минувших выходных в соцсетях распространилось видео, как мужчина истязается над своей женой. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки
крышки с кирпичами, он ее обливает ледяной водой и наносит удары по лицу. При этом мужчина требует, чтобы другая женщина снимала все это на видео. В соцсетях это видео вызвало шквал возмущений, как позже сообщили в милиции. Таким издевательствам и побоям женщина подвергалась систематически. Она написала заявление, мужа арестовали всего на 15 суток. После публикации видео и сообщения об этом в СМИ в правительстве сообщили, что факт насилия в Сузакском районе взят под особый контроль. Накануне Надсовет по делам женщин и гендерному развитию провел срочное, как подчеркивается, заседание. Все на работе, никакого бойкота нет. ГУВД Бишкека опровергает информацию, что участковые в столице отказываются выходить на службу. Накануне, отметим, некоторые информационные издания со ссылкой на свои источники в милиции опубликовали сообщение, что участковые инспекторы, возмущенные тем, что им до сих пор не выплатили за работу во время режима ЧП, провели в минувшую субботу собрание и решили с 15 июня не выходить на работу. ГУВД уверяет, что эта информация не соответствует действительности. В службе управления отмечает, что вопрос компенсации сотрудникам на контроле МВД и все материалы по ним отправлены в Минфин для решения по существу. В ГУВД сообщают, что в субботу на плацу прошел развод-инструктаж личного состава службы общественной безопасности и инспекции по делам несовершеннолетних, где начальник Канат Джумагазиев напомнил сотрудникам о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и призвал сотрудников продолжить проведение профилактических мероприятий. Отметим, в апреле, выступая в Джогорху-Кенеше, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что сотрудники органов внутренних дел отказываются от дополнительных выплат во время пандемии. Затем добавил, что несмотря на отказ, компенсации им все равно будут выплачены. Однако, как выясняется, этого еще до сих пор не сделано. Краткосрочный отпуск длится уже 20 дней. Журналистам ответили, вернулся ли на работу с отпуска премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Напомним, на прошлой неделе Кабмин, комментируя ситуацию на границе с Казахстаном, сообщал, что глава правительства по телефону поговорил со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым. И многие по умолчанию решили, что Абылгазиев возобновил свою работу на посту премьера. Сегодня его пресс-секретарь сообщил, что глава правительства все еще отдыхает, проводит отпуск в кругу семьи. Краткосрочный отпуск Абылгазиев, напомним, взял 27 мая, через несколько дней после того, как в парламенте депутат Джанар Акаев заявил, что в коррупции при продаже радиочастот мог быть замешан премьер-министр. Абылгазиев ответил, что к этому не причастен. Вскоре в Кабмине заявили, чтобы премьера не обвинили в давлении на следствие, он берет краткосрочный отпуск. Отметим, по делу о радиочастотах были арестованы бывший директор Госагентства связи Наталья Черногубова, несколько сотрудников ГКНБ и один из топ-менеджеров компании АЛА-ТВ. Сегодня в СМИ сообщили об аресте учредителя АЛА-ТВ Артура Халдарова. Отмечается, что решением Первомайского райсуда Бишкека он водворен в СИЗО-1 до 12 июля. Министерство труда и социального развития предлагает правительству принять постановление о временном трудоустройстве тех, кто остался без работы и денег во время пандемии. Документ, как сообщили в ведомстве, вынесен на общественное обсуждение. Согласно нему, Минтруда предлагает занять безработных граждан в ремонте школ, детских садов, больниц и библиотек, привлечь их для проведения переписи населения и различных социсследований, для реконструкции социально-культурных объектов, для озеленения и благоустройства территорий, для проведения ирригационных работ, а также для работ по ремонту водопроводов, газовых, канализационных и других коммуникаций. В ведомстве говорят, такая временная работа помогла бы безработным иметь хоть какой-то заработок. Зарплата составит 5000 сомов. При этом граждане могут работать максимум 2 месяца, а принять участие в нем могут около 20 тысяч человек. Для этого желающим нужно зарегистрироваться в службах занятости в статусе безработного, то есть в программе могут участвовать и граждане, которые не получают пособия по безработице, но тем, кто стоит на учете как безработный более полугода и имеет 3 несовершеннолетних детей, будет отдаваться преимущество при отборе. Для реализации этого проекта Минтруда предлагает из бюджета выделить 200 миллионов сомов.
Thank